1900 год. Всемирная выставка в Париже. Праздник прогресса и цивилизации. Встреча нового 20 века. За 7 месяцев выставку посещают 50 миллионов человек. Публике впервые представляют озвученные фильмы и эскалатор, дизельный двигатель, работающий на рапсовом масле, и панорамные картины. Летом запускают первую линию парижского метро, открыта троллейбусная сеть и электрическая железная дорога. Впервые 35 государств устраивают свои национальные павильоны. В каждом лучшие достижения в области науки и техники. Самую большую экспозиционную площадь выделяют Российской империи, ближайшему на тот момент союзнику Франции. Центральный павильон повторяет архитектуру Московского Кремля. Россия демонстрирует не только свою техническую мощь. Сенсацией выставки становится русская балалайка. Посетители восторгаются невероятной красоты русскими народными инструментами, балалайками и домрами, художественной тонкостью отделки. А уж как они звучат! Редкий тембр, яркость, полетность. Великорусский оркестр под руководством Василия Андреева показывает экспонаты в игре, дает 25 концертов в аристократических и художественных салонах Парижа и, наконец, выступает в Елисейском дворце. Оглушительный успех. С тех пор балалайка – музыкальный символ России. Les chœurs de balalaïka russe, c'est beau, c'est fantastique. La mélodie incroyable, la conte de fées, l'âme russe. Все балалайки и домры сделаны одним мастером – коми-зырянином Семеном Налимовым. Уже современники назовут его русским Страдивари, а мастерскую в селе Марьино Тверской губернии – балалаечной Кремоной. Такие совершенные инструменты создавали только итальянские скрипичные мастера Амати, Гварнери, Страдивари. До сих пор балалайки Налимова считают эталонными. Заполучить Налима, так его инструменты именуют в профессиональной среде, мечтают музыканты, коллекционеры и музеи. Это настоящая редкость, раритет. На выставке в Париже экспозиция русских народных инструментов построена таким образом, чтобы публика рядом с балалайками Налимова видела их фольклорные образцы. За усовершенствованные инструменты Василий Андреев, как хозяин мастерской, получает золотую медаль, мастер Семен Налимов – бронзовую. Сейчас сложно представить, но до конца XIX века балалайку в России воспринимают как примитивный инструмент, который оскорбляет чувство национального достоинства. Серьезные музыканты не только не верят, что из ничтожной трень-брень можно хоть что-нибудь создать, но и считают балалайку чуть ли не вредной забавой, которая портит художественный вкус народа. Так выглядит инструмент до Андреева и Налимова. Ель или сосна – самая дешевая древесина, легко обрабатывающаяся. Корпус либо набирался из тонких еловых сосновых пластин, задинка была цельный кусочек такой же древесины, присоединялась, вклеивалась шейка, опять-таки из той же самой древесины, плоский гриф, вклеивалась или из одного куска древесины резалась колковая пластина, колки вставлялись в нее, просверливались, протыкались несколько резонаторных отверстий, этот корпус закрывался декой, подставочка, или как ее называли, кобылка, 2 кишечных струны, 2-3 навязных лада, а то и вообще без всяких ладов, и, пожалуйста, трень-брень.
И все-таки из трень-брень удалось создать музыку. Золушка превратилась в настоящую принцессу. Алексей Архиповский сегодня один из самых известных в мире балалайчников-виртуозов. Он открывал Евровидение 2009, а год спустя Олимпийские игры в Ванкувере, в Русском доме. У музыканта было 4 инструмента Семена Налимова. Сейчас он играет на предпоследней балалайке мастера номер 169, сделанной им незадолго до смерти. Этот инструмент Алексей Архиповский купил у коллекционера в Германии. Такого класса инструмента не бывают в аукционах и в прочем. То есть они обычно переходят от мастера к мастеру или по наследству, или покупают, частным образом совершенно. 4-й раз шок. Перед Налимами всегда встреча очень судьбоносная какая-то. Я не думаю, что это даже бренд имени, а это именно вот инструменты особые, с каким-то отпечатком. И мало того, даже изрядно переделанных настоящих Налимов немного осталось. Изрядно переделанные инструменты уже все равно оставляют вот налимовскую какую-то частотку, налимовский характер звука. Это тоже удивительная вещь. Налимов достиг удивительной чистоты от звука. И мне кажется, там во всяком случае первая струна у него, это очень похоже на соловьиный, на тембр соловья. Вот такая очень концентрированная, звук, концентрированная капля, там, то ли смола какая-то желтая, то ли этот бельканто там соловьиное такое. И они обычно, очень редко бывают, как сказать, мажорными. Мне часто встречалась у Налимов такая могучесть, очень. Он вроде инструмент-то маленький по сравнению с дылдами, которые дальше начали делать. Там и объемы меньше, и все. Но тем не менее такой низ иногда приходит, что просто удивляешься, откуда берется что. По словам Алексея Архиповского, с балалайками Семена Налимова очень сложно договариваться. Каждый раз он встречает невероятное сопротивление. Другое дело инструменты Иосифа Галиниса, продолжателя Налимовской школы. С ними гораздо проще. Есть инструменты, которые хорошо звучат, но они более, они более причесанные, они гладкие, на них проще. Налим очень глубокий. Вот есть Страдивари, есть Гварнери. Страдивари это, совершенство, это колокол, это все. Но, на мой взгляд, на нем играть тоже тяжело, поскольку там уже эта бельканто и чистота его настолько совершенна, что, собственно, музыки не надо. Просто води, ничего не надо. И мало того, он трудно идет куда-либо. У него заданная уже гармония есть. В этом смысле Гварнери дель Джезо, например, это грязь, очень много грязи. Он рычит, он пищит, у него там пластиковый верх, там все это, пластилин какой-то в звуке, там все это. Но там такое количество грязи, которое хороший исполнитель может размешивать и делать разные формы из этого всего, из этих цветов. В этом есть тоже большой интерес. Так вот, Налим он ближе все-таки, на мой взгляд, к Страдиварию. То есть это очень точное выражение определенной гармонии какой-то. Он очень концентрированный, он очень прям структурированный весь такой. Не скажу, что рафинированный, но структурированный он очень, и поэтому достаточно сложно.
Но когда это получается, там глубина, которая уже идет не от исполнителя, а от самого инструмента. Кто же этот человек, который создал русскую национальную идею в музыке? Как и почему в России в конце XIX века появился великий балалайчный мастер? Выльградская волость Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Сейчас село Выльград Сыктывдинского района Республики Коми. Где-то здесь, над этим оврагом, в середине XIX века стоит крестьянский дом Ивана Ивановича и Анны Матвеевны Налимовых. В семье 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Семен родился 1 февраля 1857 года. Его отец занимается кузнечным ремеслом, имеет хороший доход от извоза на станциях, содержит лошадей и перевозит грузы. Семен тянется к дереву и первые деньги получает в июле 1877-го за плотницкую работу в Ульяновском монастыре. Спустя полгода Налимова призывают на военную службу и зачисляют в Усть-Сысольскую местную команду, а в 84-м увольняют в запас в звании старшего унтер-офицера. В его послужном списке значится: малограмотный, а мастерство плотничье знает. К тому времени материальное положение семьи резко ухудшается, и в поисках заработка Семен Налимов отправляется в Тверскую губернию, где и останется до конца своих дней. На родину он приедет только 1 раз, чтобы познакомить родителей с женой. Ну, мои родители, конечно, мало рассказывали. А вот бабушка рассказывала, когда он приезжал в одно время. Вот, и так скромный, как говорится, как говорит товарищ, мастеровой, помогал старшему брату. То шкаф делать, то что вот это все. Ну так, коротенько буквально. Но я это из разговоров между Прометеем Ивановичем Чисталевым и бабушкой Феклой Дмитриевной. Старожилы села Молдино Тверской области из уст в уста передают историю о том, как Семен Налимов вступил на их землю. Поездом он ехал на заработки, причем не куда-нибудь, а в Петербург. В дороге выпил лишнего, и его ограбили. Налимов, оказавшись без копейки, был вынужден сойти на станции Еремкова Вышневолодского уезда Тверской губернии. Он ходит из одной деревни в другую, выполняет плотницкие и столярные заказы, делает мебель с инкрустацией и спустя несколько лет становится известным на всю округу мастером-краснодеревщиком. Примерно в это же время в Петербурге перед столичной публикой выступает элегантный молодой человек во фраке с мужицкой балалайкой. Неслыханная дерзость. Играет так, что почти заставляет забыть низменное происхождение инструмента. Это Василий Васильевич Андреев, выходец из богатой купеческой семьи города Бежецка Тверской губернии. Когда-то Андреевым принадлежал здесь целый квартал застройки. До наших дней сохранилось 2 дома, в одном из которых и родился будущий реформатор русских народных инструментов. Купеческий дом, где было много прислуги, которые любили петь. И в доме, и во дворе очень часто звучала народная песня, народные музыкальные инструменты. И Василий Васильевич, тогда совсем маленький, был просто очарован вот
этой народной музыкальной культурой. И очень часто свое свободное время как раз и проводил не с нянями Боннами, да, и гувернером-французом, а именно с этими простыми людьми, слушая вдохновенное исполнение народных исполнителей, народных артистов. Маленький Вася музыкально одарен. Быстро осваивает разные народные инструменты. После переезда в Петербург занимается скрипкой, а во время путешествия по Европе Андреев замечает, с какой любовью там относятся к своим инструментам – гитаре и мандолине. Почему же в России не так? И, вернувшись на родину, в имении Марьино Тверской губернии, Андреев открывает для себя балалайку. 1883 год. Был тихий июньский день. Я сидел на террасе своего деревенского дома. Вдруг услыхал неведомые для меня звуки. Я различал ясно, что играли на струнном инструменте. Звуки разгорались все ярче, мелодия лилась, полная ритма, неукротимо подталкивая к пляске. По двору шла работница с ведрами воды на плечах. Я заметил, как тяжелые ведра заколыхались, и из них полилась вода, а ноги крестьянки стали быстрее выделывать фигуры в такте с музыкой. Я почувствовал, что и собственные мои ноги стремятся проделать то же самое. Я сорвался с места и побежал к флигелю, откуда неслись звуки. Передо мной на ступенях сидел мой работник и играл на балалайке. Я был поражен ритмичностью и оригинальностью приема игры и никак не мог постичь, как такой убогий с виду инструмент только с 3 струнами может давать столько звуков. Крестьянин Антип, это его Андреев увидел на ступенях флигеля, учит барина приемам игры, а уже в Бежецке помещик Александр Паскин, виртуоз-балалаечник на всю Тверскую губернию, объясняет, как улучшить конструкцию инструмента. Андреев спешит в Петербург, чтобы найти мастера, способного воплотить его идеи, и сталкивается с невероятно сильным презрением к балалайке. Известный скрипичный мастер Владимир Иванов воспринимает заказ как личное оскорбление. Не помогает даже высокая плата. Только после долгих увещаний Андрееву удается склонить его на свою сторону, но и то лишь при непременном условии – держать заказ в строгом секрете. Не складываются отношения и с другим столичным мастером Францем Посербским. И уже находясь на отдыхе в Марьино, Василий Андреев совершенно случайно узнает о краснодеревщике Семене Налимове. С этого момента начинается совсем другая история русской балалайки. Андреев нашел человека, который был способен к творчеству, к проявлению своей индивидуальности какой-то в музыкальных инструментах. Так же, как и Василий Васильевич Андреев, да, который умел и мог и хотел экспериментировать, создавать что-то новое. Ну, поистине судьбоносная встреча. И даже такой интересный факт. Вот 1900 год, Всемирная выставка в Париже, где Андреев со своим оркестром везет инструменты Семена Ивановича Налимова, которые получают большую золотую медаль, инструменты, которые признаны лучшими в мире. Да? Конечно же, эту медаль получает Василий Васильевич Андреев как хозяин вот этой музыкальной мастерской, но Андреев привозит медаль в Марьино и торжественно вручает ее Семену Ивановичу Налимову, потому что все равно это была полная заслуга именно балалаечного Страдивари Семена Ивановича Налимова. Точно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах происходит встреча Андреева и Налимова. Исследователи называют период с 1890 по 1895. Есть большая вероятность, что они знакомятся в имении Услада, помещика Гордини, для которого Налимов делал мебель. Это совсем недалеко от Марьино, километрах в 10. Сам Василий Андреев в своих воспоминаниях указывает 1890 год. Тогда из реки Молдинки
Возле его усадьбы поднимают мореный черный дуб, и Андреев, услышав о талантливом краснодеревщике, заказывает ему художественную резную мебель. Совершенство работы мастера настолько поражает Андреева, что он предлагает ему заняться выделкой балалаек. И Налимов переезжает в Марьино. Уже первый инструмент, изготовленный Семеном Ивановичем в 1895 году, по красоте своих форм, полноте и певучести тона превосходит все то, что Андреев получил из рук петербургских мастеров-профессионалов. Часто говорят, что Налимов – это балалайчный Страдивари. Вот. Но я бы, наверное, наоборот перефразировал, что Страдивари – скрипичный Налимов. Потому что, вы знаете, вот если у Страдивари инструменты, но они уже как-то сформировались, чисто, сказать, внешне, форма, вид, размеры, то балалайки еще не было сформированы. Поэтому у Налимова каждый инструмент – это произведение искусства. Они совершенно неповторимые. Есть настолько уникальные, вот чисто по работе. То есть это настоящий гений, мастер-гений, потому что вот я даже не могу ни с кем не сравнить с последующими мастерами работу Налимова. Сохранилась история, где же Семен Налимов берет материал для первых балалаек. Он долго ходит по господскому дому Андреева и слышит, как на крыльце поет дверь. Костяшками пальцев перестукивает всю усадьбу. И вот радость! Все двери и подоконники выполнены из первосортного горного клена. По приказу Андреева их тут же снимают и уносят в мастерскую. И какое-то время дом стоит без окон и дверей. Уже позже дерево будут покупать на лесной бирже в Петербурге. А Налимова снабдят самым лучшим по тем временам немецким столярным инструментом из Золингена. Никаких механических станков. Сейчас так руками я не знаю, кто бы работал. Станком еще так можно сделать, но все равно форма эта получается несколько механичная. А Налимова можно сразу узнать, увидеть, услышать. Этот инструмент является, любой инструмент Налимова – это произведение декоративно-прикладного искусства. Поэтому они и долго так живут, потому что такие красавицы-инструменты должны, люди их хранят, они их ценят. А через много-много лет этот инструмент начинает звучать так, как звучат налимовские балалайки сейчас. Качество соединения всех деталей безупречнейшее. Не просто безупречное, безупречнейшее. Просто точнее подогнать эти составные части просто я не представляю, там некуда, уже невозможно. Опять же, сейчас это можно делать на станках, но качество работы все равно таким не получается. Эта розетка сделана машиной. Чисто, аккуратно, но все равно в ней я вижу работу машины, а не ручную работу Налимова. А потом бытует мнение такое, особенно у скрипичных мастеров, что инструмент, когда делаешь, нужно делать все вручную. Механически, даже пилить клепки, то надо вручную. Вместе с Андреевым и Налимовым в реконструкции балалаек участвуют выпускник Петербургской консерватории Николай Фомин и художник Иван Билибин. Им предстоит разработать размеры инструмента, усовершенствовать его в звуковом отношении, сохранив в неприкосновенности народные черты. Кузов традиционный налимовский, кузов шестиклепочный. Это не семиклепочный кузов до этого Иванов и Посепский, которые делали. Получается, когда собираешь балалаечку, то две клепки поставил, а последняя клепка, она как заплатка просто, она не держит кузов. А когда шестиклепочный налимовский корпус, это изобретение было Семена Ивановича, корпус, каждая клепка держит друг друга. Они все под напряжением держат друг друга. С годами напряжение уходит, а держание остается. В Марьино Семен Налимов строит небольшую мастерскую. В конторке письменный стол с чертежами и эталонами. Далее 3 верстака разных размеров. Один особо ценный, из моренного дуба.
Третья комната предназначена для окончательной просушки полуфабрикатов и собранных инструментов. Обычно Налимов заготавливал инструменты, корпуса делал вот так, как у меня вот здесь так висят. Вот в таком виде делал корпуса с грифами и бросал на печку. Для чего? Чтобы напряжение все снять. Вот. И через год уже с этим материалом можно было работать. Основные материалы – черное дерево, ель, волнистый клен. Семен Налимов хорошо знает звучащие породы. Он чувствует руками, какой кусочек поющего дерева к какому собрать, чтобы они совпали, ладили, как в семье. Когда ты хочешь включить мозги на полную катушку, сейчас я сделаю, то это работают только твои мозги, только твои знания. А еще ведь интуиция есть. Это то, чего ты не знаешь, оно есть у тебя или нет у тебя. А если оно есть, то оно включается, если ты просто работаешь без амбиций, то включается интуиция, и почему-то подсказывает тебе сделать это вот так. Почему ты делаешь так, а это так. Сделать здесь такую толщину, здесь так приклеил, здесь так. Семен Налимов никогда не учился этому ремеслу. Больше 20 лет он прожил в Марьино, фактически никуда не выезжая. Работал от зари до зари, как великие итальянские мастера, постоянно экспериментируя и совершенствуя инструменты. О таких людях говорят «самородок». Он же человек, который, в принципе, был столяром-краснодеревщиком. Никакого образования мастерового у него не было. Это все только на уровне ощущений. Да, ну, как вся русская земля, богата самобытными талантами. Здесь это тут самый яркий случай, скажем так. Как любой раритет, любая антикварная вещь, он требует достаточно бережного ухода. Я когда его получил в руки, первые 2 недели я его просто брал с трепетом таким, не дай бог, пылинки сдувал. Но это как бы это нормально. Василий Андреев сразу почувствовал, что имеет дело с человеком, который более всего ценит возможность работать для души, неторопливо и предельно тщательно. Называет Налимова мастером-художником. Вот одна из его первых балалаек. Этот инструмент изготовлен из карельской березы. Дно набрано, мы видим, из 6 рибок. Задинка тоже набрана из 6 рибок. Но посмотрите, как сделано, как это все подогнано, как собран корпус. Одна пластина дна проложена темной древесиной, скорее всего, это тонированный клен или, может быть, ольха. Следующая пластина, здесь практически невозможно увидеть клеевого шва. То есть подогнано все просто идеально. Посмотрим, как оформлена дека. 6-полосочный ус, то есть наборный ус врезается, вставляется в прорезь, которая делается в деке, и потом он вклеивается сюда. Одна полоска темного дерева, еще. И потом еще кладется здесь грушевый молдинг, то есть окантовка этого инструмента. Смотрите, как это выглядит все. Здесь интарсия из светлого дерева, наверное, из лимона. Вот такие красивые виньетки. И 8-лепестовик окружает резонаторное отверстие. Шейка представляет собой выклейку из грушевого и черного дерева. Но как она выполнена, рука, если касается этой шейки, она просто как бы засыпает, она не может не ласкать вот эту шею, потому что настолько выверены линии, настолько идеально она отполирована, что
что вот она производит именно такое впечатление. Далее, колковая пластина из грушевого дерева врезана клином, но как врезана? Она никогда здесь не раскачается, не расклеится, не треснет, потому что подбор древесины и тщательность работы неимоверная. Этот инструмент сделан на века. Первые балалайки не имеют нумерации. Внутри кузова наклеивают бумажную этикетку, написанную Андреевым. Позже информацию отпечатывают типографским способом. Но год изготовления и номер инструмента хозяин мастерской заполняет от руки. Работа Налимова под руководством Андреева, сельцо Марьино Андреевское. На головке балалайки «Домр» мастер устанавливает свой знак – эмблему в виде геральдического щита, которая состоит из цветов флага Российской империи. Здесь же, в Марьино, Семен Налимов женился на экономке Андреевской усадьбы Варваре Дикаревой, с которой они прожили душа в душу до конца своих дней. Детей у них не было. Варвара Дикарева, вот она была уроженца села Млёво, это тоже Удомельский район. Она была сиротой. И вот их дядя Дикарев взял ее к себе, ее растил, воспитывал. А потом, вот уж я не знаю, каким образом познакомился он, и попала она сюда, в имение Андреева. Налимов в это время уже был здесь. И Андреев познакомил их вместе, в общем. Познакомил, они поженились, он им построил небольшой домик, а Налимов построен мастерскую. Сейчас Марьино – это часть села Молдино Удомельского района Тверской области. От усадьбы Андреева, дома и мастерской Налимова ничего не осталось. Сохранились Андреевский пруд и родник, серебристый тополь, возле которого любили фотографироваться гости имения, людская и школа, построенная Андреевым в 1907 году для крестьянских детей. Налимов изготовил тогда всю школьную мебель. Парты были трехместными, с откидными крышками и выдвижными ящиками. В Марьино бережно хранят память о Налимове и Андрееве, рассказывают о первых репетициях Великорусского оркестра русских народных инструментов. И в Марьино наше было самой главной репетиционной площадкой, на которой впервые начали пробовать оркестр, репетировать свои музыкальные вещи какие-то. Когда бывают в музее у нас, я включаю музыку Андреевского оркестра, и люди с удовольствием слушают, у них лица светлеют, глаза делаются совершенно другими. На рубеже XIX и XX веков в Марьино часто бывают артисты. Дважды сюда приезжает Федор Шаляпин, с которым Василия Андреева связывала трогательная дружба. Известно, что Налимов делает в подарок Андрееву трубку из вишневого наплыва с изображением головы певца в роли Мефистофеля. Сам царь-бас высоко ценит дело Андреева и любит выступать под аккомпанемент балалаек. «Дорогой Василий Васильевич, ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротинку-балалайку. От твоей заботы, любви она выросла в чудесную русскую красавицу, покорившую своей красотой весь мир». Потешу-ка свою хозяйку, возьму я в руки балалайку. Петербург, 1887 год.
Все главные битвы за балалайку еще впереди. Василий Андреев решает бороться с предрассудками не словом, а делом, чтобы русские консерватории перестали стыдиться русских народных инструментов. На Фонтанке, в соляном городке, он открывает бесплатный класс. Из 8 лучших учеников составляет коллектив «Кружок любителей игры на балалайке». Энтузиасты не знают нотной грамоты, играют по слуху, репетируют часто и по много часов. 20 марта 1888 года в концертном зале Петербургского городского кредитного общества кружковцы выступают впервые. Долгие овации, восторженные рецензии. Эта дата войдет в историю как день рождения оркестра русских народных инструментов. В то время семейство балалаек для него делает мастер Франц Посербский, а с 1895-го Семен Налимов, дополняя оркестр семейством Домр и гуслями. Надо отметить уникальность самого Великорусского оркестра в том плане, что он был фактически весь составлен из инструментов, сделанных одним мастером. Такого вы, наверное, не вспомните в мировой практике. Это все равно, что целый оркестр был из инструментов Страдивари. И, конечно, звучал такой коллектив изумительно. Это здание офицерского собрания помнит звучание Андреевского оркестра, в который чуть позже придут музыканты с консерваторским образованием. Именно здесь, в 1906 году, состоится премьера русской фантазии Александра Глазунова. Первое сочинение, написанное профессиональным композитором для Великорусского оркестра. С осени 1908-го начинается период блистательных зарубежных гастролей. Германия, Англия, Франция, Америка и Канада. Особенно ошеломляющим успехом пользуется волжская «Эй, ухнем». Музыканты повторяют ее по 4-5 раз. В парикмахерские Лондона поступают в продажу духи Андреев и мыло «Балалайка» старейшей парфюмерной фирмы Англии Belley & Company. Самая большая сапожная компания выставляет в своих витринах новый фасон обуви «Андреев's Star». Всюду открытки с изображением инструментов Семена Налимова. Английские газеты пишут: кто не услышит оркестр Андреева, тот не имеет права сказать, что знаком с русским народом и его душой. Читала старую прессу, что писали про Андреева при жизни. И вот в одной из газет была такая фраза: «Русский балет, русские оперные артисты, наконец балалаечный хор господина Андреева сделали для России больше, чем вся русская дипломатия». Директор Берлинской оперы изумляется музыкальными качествами инструментов, разнообразием их колорита и динамической силой. Рецензии американских газет сводятся к одному: когда танцевала Павлова или когда оркестр исполнял симфоническую музыку Чайковского, американцы говорили: «Как прекрасно русское искусство!» Когда же выступал Великорусский оркестр и с эстрады лилась русская народная песня, то они говорили: «Как прекрасен русский народ!»
После триумфа за границей Андреевский оркестр едет в грандиозное турне по городам России и свое 25-летие отмечает в 1913 году в Мариинском театре. Среди гостей император Николай II. Вот оно, признание русских народных инструментов, признание балалайки. В общественном сознании балалайка представлена как фольклорный инструмент. Лапти, косоворотка, вот то, что было в конце 19-го, начале 20 века. И это очень примитивный взгляд, устаревший взгляд. Дело в том, что инструмент – это всего-навсего дерево, лады, это, в общем-то, он сам по себе ничего не имеет, никакого статуса. Все определяет мышление музыканта. Если человек играет в косоворотке обработки народных тем, то, конечно, это фольклорный инструмент. А если я играю музыку Губайдуллина, Подгайца, Броннера, Слонимского, современные сочинения с симфоническим оркестром, то это, безусловно, академическое направление. И балалайка, конечно, уже является академическим инструментом. В начале 20 века по всей России-матушке с необычайной быстротой создаются оркестры русских народных инструментов. Все образцы балалаек, домр и гуслей экспериментальная мастерская в Марьино предоставляет бесплатно. Андреев высоко ценит работу Налимова. Мастер получает 60 рублей в месяц, в 2 раза больше, чем музыкант в оркестре. Андреев привозит Семену Ивановичу золотую и бронзовую медали из Парижа и присылает из Петербурга золотую медаль первой всероссийской выставки музыкальных инструментов. Вот что пишет Налимов. «Получил я ваше письмо и медаль, за которые я не нахожу слов выразить вам свою глубокую благодарность за ваше великодушие ко мне». Судя по переписке, он действительно очень хорошо относился к Андрееву и к его делу. И я не думаю, что это просто благодарность барину, который его кормит. Я думаю, он подсел на смыслы на эти как-то. И потом, собственно, он был обласкан. Как вспоминают молдинские старожилы, на одной из стен Налимовского дома висели дипломы и награды, подтверждающие его заслуги. В 1911 году по представлению Андреева за создание высококачественных инструментов Налимов был удостоен звания потомственного почетного гражданина, а в 1915-м ему вручили золотую медаль для ношения на шее на Александровской ленте с надписью «За усердие». Я бы его сильно отличил от всего того, на чем играют большинство современных балалайчников. И в пользу Налимова. Он не громкий, но он полетный. И у него та степень серебра, которого не слышно звуком, но которая полетность. Как у хороших вокалистов, я не знаю. Вот он, как рассказывают там Поворотин, например, в гримерке, там кто-то говорит: блин, что за голос, фигня какая-то. Распевается он, да. А в зал вышел, и вот он рот открыл, и все, и покрыл весь зал. Не раз в Марьино приезжают представители музыкальных фирм с заманчивыми предложениями. Обещают гораздо больше денег за работу. Но Семен Налимов остается верен Андрееву. Одно могу сказать. Какой я счастливец, что нахожусь под покровительством такого благородного душою человека, как вы. Это строки из другого его письма. В 1902 году Налимов делает для Андреева балалайки под номерами 102 и 106, которые называют вершиной его творчества. Позже эти инструменты переходят балалаечнику-виртуозу Борису Троиновскому. 102-я сейчас хранится в Музее музыки Санкт-Петербурга в Шереметьевском дворце, а 106-я украшает экспозицию Российского национального музея музыки в Москве.
Русские народные песни в исполнении Троиновского на этой балалайке произвели неизгладимое впечатление на Льва Толстого. В 1909 году Толстой пригласил Троиновского к себе в Ясную Поляну, и Троиновский играл ему именно на этой балалайке. Толстой сделает надпись на фотографии Борису Сергеевичу Троиновскому как выражение благодарности за большое, давно неиспытанное удовольствие, доставленное мне его самобытной, талантливой игрой. Вот редкие кадры, как хранитель открывает витрину с уникальными экспонатами. Даже наблюдать за этим процессом без трепета невозможно. Вынуть инструмент не так-то просто. Я бы учредил конкурс среди хранителей, музейных хранителей на предмет вынимания того или иного экспоната из витрины, так, чтобы не задеть ничего и ничем. Это инструмент, который действительно профессионально отреставрирован и в игровом состоянии. Эта балалайка 1902 года, опус номер 102, является вершинным достижением мастера. Она является эталонным образцом для всего сохранившегося фонда инструментов, изготовленных Налимовым. Еще реже музейные экспонаты оживают, и лучшие музыканты, конечно, в присутствии смотрителей и охраны, дают концерты. Андрей Горбачев играл вот на этих балалайках Семена Налимова в Российском национальном музее музыки. И меня поразило, что, несмотря на то, что это инструменты изготовлены одним мастером, у них совершенно разный характер. Он полностью соответствует характеру тех исполнителей, которые на нем играли. И Борис Сергеевич был достаточно жесткий человек в жизни. И инструмент у него такой же. Он требует очень такого жесткого звукоизвлечения, даже немножко агрессивного, я бы сказал. А Николай Петрович Осипов был достаточно хитрый человек, в общем-то, с элементами авантюризма, наверное, и его инструмент очень нежный, к нему только прикасаешься, он уже сам звучит. Вот инструменты Семена Ивановича, они, конечно, позволяют играть очень качественно, хорошо, репертуар, написанный до середины 20 века, и лучше, чем на налимовских инструментах, он не звучит нигде. Другой вопрос, что сейчас сильно изменился репертуар. Сейчас очень много верхнего диапазона, очень много агрессивной какой-то игры, такой ударной техники. И Семен Иванович, если бы он жил сейчас, он бы делал совсем другие инструменты. Это, конечно, гений нашей страны, это наш золотой фонд, это наша гордость. И нам очень приятно, что эти инструменты звучат не только в России, но и во многих странах мира. Всего Семен Налимов сделал 300 инструментов. 170 из них – балалайки. Судьба многих его шедевров неизвестна. Часть инструментов погибла от неправильного хранения и неграмотной реставрации. Большинство подверглось переделкам. 14 сейчас находятся в Музее музыки Санкт-Петербурга в Шереметьевском дворце. 5 – в Российском национальном музее музыки в Москве. Еще 5 – в Музее Андреева в Бежецке. Остальные в частных руках у музыкантов и коллекционеров. Есть определенный такой реестр, скажем так, он неофициальный, он ведется нашими энтузиастами. По-моему, порядка 125 инструментов, но часть из них, конечно, находится за границей, потому что иностранцы буквально охотятся за этими инструментами. И хотя формально они представляют историческую культурную ценность, и через таможню для того, чтобы их вывести из страны, надо заплатить полную оценочную стоимость.
Но, тем не менее, возможности какие-то у них определенные есть, поэтому часть инструментов за границей. Я боюсь, что часть инструментов была утеряна во время Великой Отечественной войны, потому что из блокадного Ленинграда буквально эвакуировали инструментарий оркестра имени Андреева. И как он хранился, как его перевозили в то время, там есть вопросы и по личным вещам Василия Васильевича Андреева. Не все было потом сохранено. Поэтому, конечно, желательно, чтобы была какая-то программа целенаправленная, может быть, грант, для того, чтобы выяснить судьбу всех инструментов. Потому что это национальное достояние России. В 1916 году Семен Налимов тяжело заболел. Вполне возможно, он приходил за консультацией в этот дом, который в Марьино снимал артист оркестра, военный врач, отоларинголог Сергей Попов. По настоянию Василия Андреева Налимов приехал на лечение в Петроград в Мариинскую больницу. Но операция не помогла. Он умер 22 августа 1916 года в возрасте 59 лет от рака гортани. Долгое время считалось, что Семен Налимов похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища, и могила его не сохранилась. В сентябре 2020 года получен официальный ответ из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. В документах архивного фонда Петроградской духовной консистории, в метрической книге Церкви святого апостола Павла при Мариинской больнице и архивного фонда Большеохтинского православного Георгиевского кладбища есть следующие записи. Симеон Иванович Налимов, потомственный почетный гражданин, погребен на Большеохтинском кладбище. На момент создания фильма могила его не найдена. На родине мастера, в республике Коми, сохраняют память о великом земляке. Здесь проводят межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах имени Семена Налимова. Квартет профессиональных музыкантов «Балалайка» тоже носит его имя. В селе Выльград в Музее истории и культуры Сыктывдинского района мастеру посвящена отдельная экспозиция. Рядом с музеем расположена музыкальная школа имени Семена Налимова. В 2005 году здесь, в маленьком сквере, открыли памятник балалаечному Страдивари. Артур Рудольф, в то время глава администрации Сыктывдинского района, вспоминает, как они яростно спорили с сыктывкарским скульптором Романом Бендерским. Руки Налимова получались то холеные, как у купеческой дочки, то это были кулаки, как у молотобойца с советских плакатов. А нужны были руки мастера, который работает с деревом. Налимов очень хорошо относился к детям, он их любил. Поэтому мы посчитали, что Семен Иванович должен вернуться домой, должен вернуться к детям. Соответственно, он должен находиться рядом с музыкальной школой. Памятник отливали в Петербурге. В то время было сложно и дорого очень, потому что мы не захотели делать из дешевых материалов, потому что речь идет о нашей гордости, о нашем величайшем земляке. И мы, конечно, поставили себе амбициозную задачу отлить памятник из бронзы, чтобы это было навечно, чтобы это было навсегда. Вот идет отчетный концерт в музыкальной школе села Выльград. Оркестр играет вальс «Искорки» Василия Андреева. Над сценой портрет Семена Налимова. Многие считают, что Налимов придумал балалайку. На самом деле это не так. Он был лучшим мастером по изготовлению балалаек. Он прославился этим на весь мир. Родился он в нашем селе, в селе Выльград. И его балалайки хранятся до сих пор в музеях. Они были уникальными и лучшими. Такие мастера-самородки, как Семен Иванович Налимов, рождаются крайне редко.
По красоте знаменитого серебристого тембра его балалайки и сегодня не имеют себе равных. Никому из современников и последователей не удалось придать звучанию этого инструмента такую задушевность, такое благородство и такую силу. Без сомнения, это гениальный мастер, гордость России. Как и скрипки Страдивари, балалайки Налимова являются собой совершенство звука и формы и входят в золотой фонд мировой музыкальной культуры.